Депутат Никонов, когда я услышал ваш тезис о том, что Северный Казахстан – это не казахская земля, я вспомнил анекдот, рассказанный мне в Киеве давеча. Украинский хутор, мужик выходит во двор, смотрит через забор и видит, что сосед сажает березу. «Микола, не сажай березу, не сажай березу!» – кричит он ему. На что сосед отвечает: чому не сажать березу? Зараз прийде москаль и каже, что это его земля. Вот так, по-моему, да, можно охарактеризовать настроение нынешней элиты, так называемой кремлевской. Ну, если вы уж так переживаете за земли, которые несправедливо когда-то были отданы кому бы то ни было, то, депутат Никонов, а почему бы вам не забрать Аляску? Почему бы вам не забрать Аляску у Соединенных Штатов Америки? Ведь у вас есть Искандеры, у вас есть булава, у вас есть там какое-то гиперзвуковое оружие там или что там и все прочее, да? Ну, давайте вперед. Или вы можете только угрожать смелым, слабым каким-то там соседям. Хотя, я думаю, господин Никонов, ближе и дружелюбнее народа, чем казахи, в России не найти. Я понимаю, что, как говорил Путин, у России есть только два союзника, там, армия и флот, да? Мы знаем, что флот это под большим очень вопросом. Вот единственный ваш там какой-то там авианосец, да, Кузнецов или Горшков, накрылся медным тазом, насколько мы знаем. Вот, поэтому флота практически у вас нет. Ну, есть какие-то там кораблики, да, типа Авроры. Вот. Что умеет ваша армия, мы тоже наблюдаем последние лет 5-6, да, и смеемся, как и весь остальной мир, да, как вы получаете по шее там в Сирии, в Ливии от Эрдогана, а потом его за это мороженым почуете. Мы видим, что на Донбассе вы же не только Донбасс хотели захватить, да, кстати говоря, вы же хотели потом Харьков, потом Одессу и воссоединиться с Приднестровьем. Вот не получилось, да? Жаль, очень жаль. Так и не получится у вас никогда. Я могу вам это гарантировать, господин Никонов, да, ваша фамилия? Вот, ну так вот, господин Никонов, если вы думаете, что казахи это слабый народ, над которым можно издеваться, то вы, наверное, забываете о том, что казахи, тюрки вообще играли и будут играть очень важную роль в становлении и в сохранении российской государственности. Вот вы вспомните 41 год, осень, зиму. Именно Панфиловская дивизия, которая была сформирована из казахов и кыргызов в основном, смогла остановить немцев под Москвой. А если бы не остановили наши доблестные деды, то, наверное, Гитлер сделал бы парад в Москве. И ваш дедушка Молотов был бы халуем на побегушках у Риббентропа. Вот. А если отмотать еще на 100 лет, в 1812 году, вы помните, Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Так кто отомстил французам? Кто первым ворвался в Париж, вы помните? Страшные люди в страшных малахаях, лисьих. Это были башкиры и казахи. Это была великая степная конница. Вот, поэтому, если вы думаете, что мы будем просто молча сидеть и смотреть на то, как вежливые человечки зайдут в Казахстан, вы ошибаетесь. Не смешите наши байрактары. Ну и вообще, господин Никонов и вся прочая шушера, которая страдает великорусским шовинизмом и деменцией одновременно. Не надо издеваться над близким соседом и другом, который разговаривает с вами на одном языке, который понимает вас, который знает ваш язык лучше, чем вы. Иначе один из будущих президентов Казахстана вслед за Порошенко повторит цитату великого русского поэта: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты,
им преданный народ.